Испытано на себе. Танцы – это универсальный вид активности, интересное и нескучное времяпрепровождение. Независимо от возраста, пола, рода деятельности и танцевального опыта, люди вовлекаются в этот удивительный мир музыки и разноплановой хореографии. Танцы полезны для всех, особенно для детей, тело и психология которых непрерывно и интенсивно формируются до достижения ими периода взрослости. В это время родители должны позаботиться о том, чтобы их чада получили правильную нагрузку. Дети, которые постоянно занимаются танцами, развиваются всесторонне, физически, психоэмоционально и социально. Мама Гусейна со своим куртком. Все, пошли шагом. Дальше танцуем. Мы возьмем сегодня танец полька. Пинель, тань сюда. Так как в детстве меня не отдали на хореографию, а заниматься танцами лучше с детства, сегодня у нас будет такой экспресс-курс. Мы начнем с самой первой группы, от 4 до 7 лет. Прямо сейчас у нас прошла разминка. Мы размялись так, что я, по-моему, еще лет на 10 постарела. Так, ну что ж. И раз, два, три. Ага, только 3. Раз, два, 3. И подскок. Раз, два, 3. И раз, два, 3. И раз, два, 3. Подскок. Раз, два, 3. Подскок. Раз, два, 3. Ага, киней, ручки на поясе. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ага, мы его так и называем. Самое сложное движение. Садимся вниз, встаем наверх, да? Давайте дальше. Каблук, ну то есть пятка. Носок. Ага. То же самое, только прыгаем. Носок. Пятка. Носок. И все время прыгаем. Еще раз, только это движение в прыжках. Каблук, носок. И вперед ножку. Ага, вот сюда вперед. Еще раз. Правая, только правая сейчас. Правая, правая. Каблук, носок. И поскакали. 5, 6, 7, прыжок. Ага. Начало помним? Угу. Нет. Подскок, топотушка. Ручки на поясе. Мими. Не выспалась, что ли? Да. Стоим прямо. Пошли подскок. И раз, два, 3. И раз, два, 3. И раз, два, 3. Следующее движение самое сложное. Раз, два, 3, 4. Угу. Каблук, носок. Каблук. Ай, не падай. Носок. И поскакали. Раз, два, 3. Прыжок. Ага. Теперь следующее движение. Топотушка. И раз, два, 3. Хлопушка. Ладушки. Раз, два, 3. Поклон. Еще быстрее. И раз, два, 3. Раз, два, 3. Раз, два, 3. Поклон. Давай еще раз. Сначала топотушка, то, что у нас было в самом начале. 3 раза, да? И раз, два, 3. Хлопушка. Ладушки. Поклон. 1/8. И возвращаетесь на место. Ага. Вот так вот. Смотрите. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Пришли. Раз, два, 3, 4. И вернуться на свое место. Ага. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пришли. И раз, два, 3. И
Раз, два, три. И. Раз, два, три. И. Раз, два, три. 2, 3, 4. Все справились. Носок. И тут прыгать потом будем. Поскакали. Раз, два, три. Прыжок. Молодец. Обратно. Каблук. Носок. Каблук. Носок. Поскакали обратно. Раз, два, три. Прыжок. 2, 3. Поклон. И прыгаем. Еще один раз. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вернулись на свое место. По результатам часа первого занятия мы с девочками выучили танец полька. Как иронично это получилось. И сейчас мы этот танец вам продемонстрируем. И. Раз, два, три. И. И. Раз, два, три, 4. И каблук, носок. Каблук, носок. Поскакали. Раз, два, три. Прыжок. Обратно. Поскакали. Раз, два, три. Прыжок. Топотушка. Прыгаем. Молодец. Стой. А ты что стоишь? Опять топотушка. И отсюда все сначала пойдет. Попробуем под музыку. И раз, два. Каблук, носок. Подскакали. Каблук, носок. И прыгаем. Все с самого начала. И. Носок, каблук, носок. И на месте. И. Каблук, носок. Поскакали сюда. Обратно. И прыгаем. Еще раз. И стоп. Пойдемте, я налью водички. Ну и как вы видели, друзья, в принципе, результат неплохой. Но это была группа от 4 до 6 лет. Сейчас подходит на занятия группа постарше, от 7 до 14. Попробуем свои силы с этими ребятами. Еще станцуем. Станцую как на корпоративе, буду самая модная. Закрыли руки, чтобы их открыть вместе шагом. Раз. Ножку ставим назад и вниз. Ровненько, красиво. И раз. Ножку назад и вниз. Все, на месте хлопаем. Боитесь. Все, пока. Нормально? Нормально. Я уже решила, что если у меня спросят танец на корпоративе, я станцую польку. Мне кажется, они должны как эксперты оценить. Вот. А детки маленькие, самый младший возраст это 4 годика. И как с такими ребятишками заниматься? Нормально? Сейчас камеру вам уронит. Глаз да глаз. Дети есть дети. Тут дети разных возрастов. Самый маленький 4 годика, но это дети детского сада, и они немножечко, может быть, от мамы только отошли, и как бы тут им еще и преподавателя надо слушаться и выполнять все вот эти задания. Как вы справляетесь? Да, на самом деле, ну, дети все хорошие, да? Нужен подход. Какой-то вот, не знаю, ну, каждому ребенку, если какой-то там бывает, может быть, сложный или такой, который, ну, избалованный чуть-чуть ребенок, к нему другой подход нужен. Есть дети, которые сразу восприимчивые, да, с ними легче, конечно же. То есть все дети разные, ну, как все люди, наверное, все разные, вот, и каждому нужно найти свой подход. Я думаю, что сюда именно приходят, да, дети, которые хотят развиваться, хотят чего-то такого большего, и им сейчас дети очень, ну, не знаю, поменялись, что ли, изменились. Они быстрее,
чуточку быстрее, чем, допустим, ну, мое поколение или там чуть помладше меня. Вот. Сейчас очень быстрые дети. Они все схватывают на лету и прямо, не знаю, все выполняют, да, все делают. То есть как покажешь, как объяснишь, они так и делают. То есть в этом плане очень легко. Мы вот сейчас с детками танцевали танец полька. Да. Это как раз-таки для их возраста танец по сложности? Или как все должны уметь? Все должны уметь польку. Все должны пройти через вот эти вот танцы. Они как social dance, в основном, как массовый. Смысл вот в этой польке? Ну, там ритм это Да, отрабатывает? и ритм, он легче. Он легче для восприятия, он быстрее усваивают его дети быстрее, чем там, не знаю, ча-ча-ча или медленный вальс. Вот такие вот танцев несколько у нас. Там модный рок, полька. И у нас две разных польки. Это вот самая легкая, есть чуть посложнее. Вот. И этот танец тоже входит в турнирную программу. То есть именно вот этот танец танцуют на конкурсах, вот на турнирах, да, и его оценивают жюри, судьи. То есть это прям турнирный танец. То есть это не танец просто, который проходной. И поэтому этот танец знают все. То есть все поколения танцоров, они знают, они проходят через этот танец. То есть можно собрать всех танцоров, и они все станцуют польку. Со второй группой у нас какой танец будет сейчас? Мы возьмем танец джайв. Это латиноамериканская программа. Пятый танец латиноамериканской программы. Вот. Ну, тоже достаточно легкий, я надеюсь, будет. Но там также будем прыгать. Будем прыгать. Тоже он такой веселый, быстрый, задорный. В каком возрасте приходить в танцы? Чем раньше, тем лучше? Или вот если тебе уже под 40, под 50, пенсионный возраст, ну вот танцует душа, вот хочется танцевать, то вот тогда тоже можно. На самом деле танцы открыты для всех. То есть и 40-летние, 70-летние начинают танцевать. Да? То есть там чуточку по-другому. Другие танцы. У нас есть целая как организация, наверное, которая занимается только советскими бальными танцами. Это которые на танцплощадках были такие? Да. Фигура вторая. Что-то типа такого. Русский лирический, там, краковяк, вот такие вот старинные танцы, вот бальные танцы, именно парные. И очень много народу, которые вот занимаются вот только сейчас. То есть они работали, у них были дети, у них были внуки, и все, всех отпустили. У них есть свободное время, куча свободного времени. Они приходят к нам и занимаются танцами, бальными танцами. Я тут в 30 потанцевала, давление сразу поднялось. Ну ладно, давайте продолжим наше занятие. Вообще вот по моему общему состоянию не все потеряно? У вас, по-моему, идеальное состояние для танцев. Это очень хорошо. Ну прекрасно, давайте продолжим. Испытано на себе. Так, начнем с разминки. Данил. То же самое, только чуть-чуть быстрее. Летит черный джип, за рулем опасности. Ноги шире поставь. Пока город спит, его life to me. Он нелегал, перед него встает генерал. Это мой выбор, может это перебор. Я заряжаю его выбор. Чё за лев этот тигр? Кэш взял, забрал. Я нелегал, тигр. Хорошо. Мы
Сегодня возьмем танец джайв. Вначале мы сделаем прыжки джайва. Так, у нас будет 2 прыжка. Занятия во второй группе мы начали с изучения танца под названием джайв. Это самый последний танец соревнований по латиноамериканской программе. Изучение танца проходило следующим образом. То есть для начала мы учили джайвовские прыжки, основные движения которых рок и шоссе. На соревнованиях является одним из критериев, конечно же, еще и выносливость пары. Танец очень мелодичный и ритмичный. Самые сильнейшие пары вызывают восторг зрителей в исполнении танца джайв, показывая великолепную актерскую игру, джайвовые, драйвовые движения и невероятную скорость. Для человека, который никогда этим не занимался, это было очень серьезное испытание. Но, как говорится, научиться можно абсолютно всему. Главное было бы желание. Сейчас мы сделаем основное движение. У тебя уже высокие каблуки, да, поэтому ставишь просто ногу. 1, 2, 3. Постарайся поставить по мере возможности на подушечку. 1, 2, 3. 3 шага. 2, 3. Вот. Ага. Отсюда перешла на ногу. И в другую сторону также. 1, 2, 3. Перешла. Ага. Теперь смотри. Подбивка ноги. Поставила ногу. Нет, еще раз. К себе. 1. Вес на левой ноге, чтобы оторвать правую ногу. Подбивка. Подбивка. Ага. 2 шага. Правой, левой. Правой, левой. Правой, левой. И 1, 2. Нет, вес на левой. Вес на левой. Чтобы можно было оторвать правую ногу. Чуть быстрее. Перейди на нее весом. Ага, встречный шаг. Отдельно. 1. Подбивка. Стоп. Нет, встречный шаг. И 1 к себе ногу. Отсюда к себе. 1, 2, 3. Перешла. К себе ногу. Вот. 1, 2, 3. Перешла. Хорошо. И 1. Вот теперь то, что ты прыгнула. Подбивка. И 1, и 2. И 1. Слушай, где стала? Сделала. Да никак, я не подбивала. Что делала? Можно да нет? Ну-ка, давай еще раз. Нет, теперь не то. Давай еще раз. 1, 2, 3, 4. Меньше шаги. И Вот я теперь думаю. начала думать. Давай медленно. Полтемпа все. Готовы? И 1, 2, 3, 4. 1, 2. 2. Готовы? Темп. И колено. До основного движения не дошли. Нет. А заменить его можно как-нибудь? Основное движение? Вот.
Ну, конечно. Сейчас мы будем учить это. Стали партнеры, партнерши. Партнеры ко мне лицом. Партнерши за мной. Ты партнерша. Угу. И пойдем, наверное, ладно? Поехали. Рок. Раз, два. Партнеры на месте. Партнерши поворот. Ре. 3, А4. Шоссе уже в эту сторону. Угу. Еще раз. А4. И шоссе. Ты это сделала? Ну. Темп. 3, А4. 3, А4. Ну, вот так. А, так? так? Неправильно, на той, то есть на левой. Угу. Отсюда мы будем делать два рока. 7, 8, раз, 2. 2 раза подряд. Угу. Еще раз. И 7, 8, раз, 2. Стоп. Угу. То есть как основное движение. Еще раз. Один рок. Шоссе вправо. Поставила ногу. Пауза тут будет. И шоссе обратно. От чего понятно? Еще раз. Раз, два, 3, А4, 5, пауза 6, 7, А8. Ага. Алена, встань сюда. Сделай руками. Пошли. И раз, два, 3, А4, 5. Ага. Пауза 6. Алена, сделай юбку. 7, А8, сюда. Раз. Правая рука. Да? Чтобы отложить. Одна рука. Катя, одной рукой сделай. Эта позиция у нас называется ММ. Поставь ножки. Это когда пауза? Да, когда пауза. Вот эта позиция у нас будет с самого начала в танцах. В танцах, когда мы начинаем разучивать латиноамериканскую программу, вот эта позиция будет всегда. Да. Пощупай сама. Да, я вот чувствую ее. Ага. Вот, и с этой стороны, соответственно, Да, тоже вот. есть. И ямочка. Вот она, ямочка. Да. Мгм. Поставь вот эту внутреннюю, нет, наоборот, вот эту часть. Нет, стой. Стой. В эту ямочку. Нет, в эту ямочку. Вот так? Так. Выше, выше подними сейчас. Вот сюда. Вот сюда. Это какая-то третья позиция в подъезде. Вот так. Угу. Так, встали все позицию ММ. Так это же Алена, ты неудобно. неправильно стоишь. Или это все зависит от обуви? Не знаю. Неудобно? И эта позиция у всех есть. И у партнеров тоже. То есть, и, когда они начинают это учить в чешках, то же самое есть. Ага. Айсен, вот он в чешках сейчас у нас начинается с этой позиции. То есть первая позиция, да, которую они начинают учить, это вот эта позиция. ММ. Аббревиатура ММ как переводится? Так, это, ну, певица и актриса. Да. Мэрилин Монро! Да. А, блин! Я знала! Она разве так стояла? Она стояла вот так вот. Когда юбка вот эта Да, еще так? вот так вот, когда там вот это вот, она как-то стояла Вот так она. Вот так. Нет, и ноги у нее были шире. Естественные шаги. Будь то шаг в сторону, шаг назад. Всегда вот эта вот позиция. То есть вовнутрь, вот сюда. Коленом закрываешь колено. Делаем рок. И раз, два, шоссе, закрыли руку, 3, 4, открыли руку и в сторону, 3 и 4. Дальше, стоп МГУ, девочки свое. И раз, два, 3, мальчики выпад. И раз, два, 3, А4, 5, 6, 7, А8. Партнеры понятно? Партнерша? С самого начала. Пошли. И А4, 5, А6. И 7, 8, раз, 2. 7, раз, 2. 3, А4, 5, пауза 6. 7, А8. Ага. Возвращаемся обратно к партнеру. Рок. И раз, два, 3, А4. 2, закрыли руку. 3, А4, открыли 5, А6. Еще раз. И раз, два, закрыла. Давай медленно сначала делаем. Хорошо. Так. И раз, два, 3, А4, 3, А4. Давай еще раз. И раз, два, 3, А4, 3, А4. Уля-ля. У меня почти получилось. Смотри, самый последний момент повернуться, то есть дотанцевать шоссе полностью, потом повернуться. И раз, два, 3, А4, 3, А4. И то же самое в ту сторону. Раз, два, 3, А4, 3, А4. То есть дотанцевать и повернуться.
И раз, два, три, четыре. Вот, теперь да. Уля-ля. У меня получилось. Давай сам начал. Так, ставите в пару шаг. Готовы? Стоим. За одну руку держу партнершу. Так, Настя, если она чуть назад увидите, там смотрите, я партнер стоит. Арчана, ты партнерша. Лицом туда. Поехали. С самого начала, смена мест. И раз, два, три, четыре, три, четыре. Стоим. Два рока. 7, 8, раз, два, три, четыре, 5. Ты куда? Стоп and go, да. Встала. Во, встань так, нужно так. 5. И 6. Только обратно вернись. 7. 8. Сделай так, как было показано. Раз, два, три, четыре. Стоп. Ножки вместе. Позиция мы. Ага. Носочки врозь. Носочки врозь. Колено закрой колено. Ну это не очень удобно, наверное. Сами так. 7, 8. Ставишь мне руку. Отсюда обратно. И раз, два, три, четыре, три, четыре. Средний палец и большой палец. Вот. Но не так, как в Латвии, да? То есть вот туда, подальше наоборот. А большой палец больше вниз, больше, да. Больше агрессивный будет палец. Поехали. И раз, два, три, четыре. Правильно? Нет. Нет. Сначала направо. И раз, два, три, четыре, три, четыре. Стоим. Два рока. 7, 8, раз, два, три, четыре, три, четыре. Да, давайте еще раз. Я неправильно сделал. Все вместе. Стоим. Пальцы все выпрямили. Поехали. И раз, два, три, четыре, 5, 6. Стоим. Два рока. 7, 8, раз, стоп and go. 3, 4, 5. Коленом закрой колено. И 6, 7, 8. Еще один раз. Отсюда обратно. И раз, влево. 2, 3, 4, 5, 6. Пауза. Медленно. 3, 4, 5, 6. Два рока. 7, 8. Еще один. Стоп and go. Позиция ММ. Еще раз повторяем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Обратно возвращаемся. 3, 4, 3, 4. Ага. Лишнее не делай. Давай еще разок. Так я и нужного не делаю. Готовы? Медленно. И раз, два. Шоссе. Шоссе. И два рока. Еще один. Стоп and go. И пауза. Шоссе. Вот. Хорошо. И обратно возвращаемся. Стой, стой, не делай вот этого. Хорошо? Так вот, то есть два раза не делай. Готовы? И 2, 3, 4, 5, 6. Два рока. И стоп and go. Стоп and go. Возвращаемся. Влево. Ничего, ничего, ничего. Все вместе. 5. 2. Еще один. 5, 6. 5, 6. Влево. О. Стоп. Хорошо. С 10-й попытки у меня... Ну ладно, это я вру. Это, наверное, была попытка 100-я. И у меня получилось. Испытано на себе. Baby, que elegancia, perfume Chanel, Dior, baby, que fragancia, está rica, delicious, you look scrumptious. Моя третья разминка. Я уже вся достаточно размятая, и скоро у меня что-то отвалится.
Только придя на танцы, взрослые чаще пытаются минимизировать стресс от нового хобби, поэтому хотят подобрать танец легкий в исполнении. В процессе занятия проходит неуверенность в себе, каждый находит самый любимый танец и раскрывается в нем. Приходит музыкальность и чувственность исполнения. Уже сами танцоры говорят об изучении красивых сложных фигур, шоу-постановках и прекрасных нарядах. На паркете после исполнения любимых танцев всегда ощущается абсолютное счастье, поэтому даже плохое настроение и усталость не повод пропускать тренировки. I just wanna eat it. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Обратно в диагональ. Раз, два. Либо вперед, да? Либо назад. Опять же. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Обратно пошли. Так, теперь нам нужно встать в пару. Основное движение. Так, мы пойдем в эту сторону. И раз, два, три, четыре. Обратно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Попробуй поворот. Есть. Раз, да, я готов. Три. Правой. И раз. Раз, два, три, колено. Раз, два, три, колено. Сюда поближе ко мне. Пошлите еще раз. Виск в повороте. Мы поворачиваемся вправо, через правое плечо, соответственно. Ставишь ножку вперед сюда. Продолжаешь поворачиваться вправо. И нога закрещивается перед ногой. Отсюда мы танцуем еще один простой виск. 3, 4 виска. Ага. Пошли вправо. Первый. Раз. Второй. Вот третий виск уже с поворотом. Вправо, тум, вперед. Нет. Сейчас покажу вот это. И четвертый виск в сторону. Еще раз с поворотом. Ага. Пошли. Все вместе с поворотом. Сделай-ка простой виск. Пошли простой виск.
И раз, а два. Стой, вот так вот. А два. И раз, а два. Вот такое переступание. И теперь в эту сторону также раз. И переступание твое. Сразу же. Лейтинг кросс. Вот такая позиция. То есть это закрещивание. Крест-накрест. Вот сюда. Правильно. И ногу ставим на подушечку. Вот так вот. Поменяли ногу. Вот сюда. Вместе коленки. Соедини коленки вместе. Ага. И выпрямились. Вниз, наверх, вниз, наверх. Переступание 2. Вес на правой ноге. Вот на этой. Ага. Вот. Раз. Ногу-то поставь. Раз. У тебя 3 шага должно быть. Правая, левая, правая. И правая, левая, правая. Вот. А теперь то же самое, только чуть быстрее. И, не топай ногами, то есть поскольку это должно быть. И раз, два, три, во. И вниз только сесть. И простой виск, 4-й в сторону. Стоп. Все, вот это 4-й. Поехали еще раз. Виски. Первое движение. Встали в позицию ММ. Мы закончили кубон брейк. 7, 8. Вот таким движением. Виск первый вправо. Виск второй влево. Виск третий в повороте. Вперед. И 4-й виск влево. 4 виска. С самого начала. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 1, 2. Медленно. И быстро, быстро. Вниз, наверх. И виск. Виск. Поворот. Еще один виск. И стоп. Дальше поехали. Следующее движение у нас тоже виск. Тоже виск, но с рондом. 1 и 2. И в другую сторону то же самое. 1 и 2. Есть несколько вариантов. Есть на прямой ноге, есть на согнутой ноге. Мы с вами делали на... Кто-нибудь помнит? На согнутой? На согнутой. Все, тогда согнутое на колено у нас будет. Вот только что мы станцевали 4 виска. Следующий виск вправо в сторону. Также сели вниз. И теперь ведем ногу назад. И то же самое переступание, но на одном уровне. Так, еще одно движение прибавляется до виск с рондом. Движение как в самом начале. Пум-пум. Ага. Еще раз. Ну, поехали. И 1, 2, и 3, и 4. Руки можно хоть куда. Опять же, да, к себе. Наоборот, от себя. 4, еще один. 5, 2 руки, 6. Все соединяем? Или с висков? Попытка номер 2. Обучение. 5, 6, 7. Слева. Нормально, сильно позорно. Ну вот, друзья, в принципе, это результат того, на что были потрачены 3 часа, что у меня получилось. При желании пройти экстренно курс от самого начала до самых верхов именно по спортивным бальным танцам, результат вы видели. Но я, если честно, друзья, старалась. И если у меня хоть немного получилось, то получится обязательно и у вас. Испытано на себе.